Здравствуйте, уважаемые дети, родители, учителя, все, кто смотрит. Сегодня мы будем говорить о лишних людях. Мы с малолетства помним веселое имя Пушкин. Так писал Александр Блок. И мне кажется, в наше непростое время нужно обратиться к веселому имени Пушкина, к его жизнеутверждающему творчеству. Но говорить мы будем о лишних людях. И не только в творчестве Пушкина, но и в творчестве Лермонтова и Гончарова. Но, в общем, наша сегодняшняя тема – это творчество Александра Сергеевича Пушкина. И в руках я держу своего рода символ лишнего человека. Эту маленькую скульптурку я купила в Пятигорске, в домике музея Михаила Юрьевича Лермонтова. И как вы видите, его герой отвернулся от людей, отвернулся от света. Это индивидуалист. Итак, тема «Лишний человек». Темы сочинений. Тоска Онегина – это дань моде или глубокое внутреннее переживание. Каковы основные способы изображения характера героя? Почему Печорина относят к типу лишних людей? И кто из героев русской классики ближе всех к Обломову? Такие темы я нашла в базе данных ФИПИ. И они могут быть у нас на экзамене. Кроме того, я всегда говорю, что наши темы подходят учащимся для повторения, начиная с 8 класса, 8, 9, 10 и 11 классы. И могут подойти также для подготовки к итоговому сочинению в 11 классе. Смотрим. Лишний человек в русской литературе. Его отличительные черты. Конечно, это представитель дворянства. Он получил хорошее образование, поэтому чувствует свое интеллектуальное превосходство над другими. Но мы-то помним, как писал Пушкин. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Не могут применить свои знания на практике. Мы еще об этом будем говорить. Мы будем готовиться прямо к сочинению и будем говорить о том, чем пытался заниматься Онегин. И это у него не получилось. Они имеют завышенные требования к жизни, желают исполнения всех своих прихотей. Мы будем говорить о Печорине, который, можно сказать, соблазнил Беллу, который испортил жизнь мирным контрабандистам и так далее. Ощущают свою отчужденность от людей, не имеют друзей. Поэтому, мне кажется, вот это как раз скульптура и не смотрит на своего зрителя. Пытаются найти свое место в жизни, но не находят. И Печорин прощается со своими знакомыми и говорит: я уезжаю в Персию, вернусь я оттуда или нет, не знаю. А когда Максим Максимыч у него спрашивает: а что же делать мне с вашим дневником, он говорит: ну, что хотите, то и делайте. И когда Максим Максимыч узнал, что Печорин не вернулся из Персии, то он решился как бы передать этот дневник рассказчику. Несчастливы в любви. Все мы помним, какие чувства и эмоции обревали Печориным, когда уехала Вера. Он загнал коня, упал на землю, лежал и плакал.
И почти всегда их ожидает трагическая гибель. Ну, в случае с Онегиным мы этого не скажем. В случае с Чацким мы тоже надеемся на более оптимистический финал. А вот Печорин действительно уехал в Персию развеять тоску и не вернулся. И Обломов тоже умер до срока. Так. Вот теперь конкретно будем говорить о лишних людях. Евгений Онегин. Как считают литературоведы, это роман о душе человека и о столкновении западного мировоззрения с русским. Романтик и идеалист Владимир Ленский, 18 лет, прибыл из Германии с идеями немецкого романтизма. Он учился в Геттингенском университете, поклонник Канта и поэт. И в свое время я специально ездила в город Калининград, бывший Кёнигсберг, для того, чтобы увидеть могилу великого философа Иммануила Канта. И обязательно, говоря о Канте, я вспоминаю Ленского. И когда я говорю о Ленском, я всегда вспоминаю Канта. Евгений Онегин – байронический герой-индивидуалист. И мы все помним, что у него на столе стояла маленькая чугунная фигурка Наполеона. Им противостоит милый пушкинский идеал Татьяна. В прошлый раз, когда у нас была тема «Говорящие имена в русской литературе», мы говорили об имени Татьяна. И хотя это имя иногда называют простонародным, но изначально мы говорили, что это царица из рода Татия, царя Татия. Поэтому Татьяна не такая простая. Но она верит в приметы простонародной старины, боится страшных снов, обращается к няне, к своему самому близкому другу, и именно ей доверяет ее внуку письмо к Онегину. Рассуждает здраво, хотя она начиталась сентиментальных романов того времени, Ричардсона, Руссо, Лавласа, но она не ослеплена чувством, не заканчивает свою жизнь, как бедная Лиза, выходит замуж и остается верной своему долгу. И фишкой нашего сегодняшнего урока будет выставка к 205-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. В нашей гимназии мы устроили выставку «Вечный герой нашего времени», в которой представили героев Лермонтова из повести Белла, романа «Герой нашего времени». Они будут сопровождать нас в течение нашего урока. Вот Григорий Печорин. Хотя мы говорим, что он индивидуалист, эгоист, но мы отмечаем у него и положительные качества. Он очень любит природу, тонко и поэтично ее описывает в своем дневнике. У него много описаний окрестностей Пятигорска, Кисловодска, где он проводит свое время. В свое время мы тоже несколько раз были в этих местах, можно сказать, благословенные места. Так что мы делаем вывод, что Печорин – чувствующий человек. А здесь мы представляем сцену катания на лошадях, веселая компания, Печорин, княжна Мери и их друзья, в том числе и Грушницкий. Григорий Печорин ради удовлетворения своих страстей разрушает чужие жизни
играет их судьбами и чувствами. Даже можно сказать, что он разрушил отношения Максима Максимыча с местными жителями, потому что местные жители доверяли ему, приходили в крепость, продавали овец. А после того, как в результате заговора между Печориным и Азаматом Азамат уехал на Карагöзе, принадлежащем Казбичу, то, мне кажется, эти отношения уже будут не те, что раньше. Разрушает чужие жизни. Он разрушил жизнь, как мы сказали, и мирных контрабандистов, и княжны Мэри, и Беллы, которая погибла. Играет их судьбами и чувствами. Мы вспомним, как он добивался любви Беллы, и что из этого вышло. А из его дневниковых записей мы видим, что он чувствует всю неправду, зло и пошлость, которая сеет вокруг себя. Вот смотрите, зачем я жил? Для какой цели я родился? Назначение высокое. Я чувствую в душе моей силы необъятные. И Печорин понимает, что растрачивает жизнь впустую. Здесь вообще-то должно было быть слитно, но оно как-то по дороге отделилось. Впустую. Это наречие пишется слитно. На этом мы заканчиваем первое занятие. И на втором занятии мы продолжим тему «Лишние люди в русской литературе».